Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Какие прекрасные перспективы вас ждут в ближайшем будущем? Ближайшее будущее можете загадать себе самостоятельно. Я буду смотреть на 3 месяца. Если тема интересна, посмотрите на песочек, загадайте на себя, назовите свое имя, так и спросите, какие прекрасные перспективы ждут меня, и загадайте свой срок. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, какие прекрасные перспективы ждут вас в ближайшее время, в ближайшее будущее. Так. Ну, сразу говорю, здесь какие-то праздники, веселые времена, потому что бабочки у нас тут пошли, красивые бабочки, причем несколько бабочек. Здесь вообще такая большая бабочка. Какой-то праздник, какое-то мероприятие. И это мероприятие, вот смотрите, оно будет как судьбоносным для вас. Здесь, вопреки вашим, может быть, каким-то ожиданиям, либо вопреки какому-то настроению, да, может быть, вы не захотите пойти, может быть, прям такое, знаете, апатия будет, да, к веселью. Вас просто кто-то насильно как будто бы вытащит в это мероприятие, либо на этот праздник. На этом празднике, буду говорить в общем, да, праздник. У кого-то это может быть корпоратив, у кого-то это может быть там встреча Нового года, у кого-то там праздник, там день рождения, либо какое-то вот прям мероприятие идет, да. Я вижу одно, что вы туда идти не хотите. Вот не хочется и все, по разным причинам. Но вас кто-то вот прям за руку туда вытаскивает, говорит, все, идем, и вы идете. Там у многих отыграется разговор. Разговор такой, знаете, вот как несерьезный, как шутливый, как будто бы, вот какой-то, знаете, у кого-то как пикировка будет, да, у кого-то как будет стёб какой-то, да, что такое произойдет. Но вот этот разговор, он либо откроет вам дверь в любовь и в счастье, либо откроет вам дверь в профессию, да, в свою реализацию, в денежную реализацию. Здесь, знаете, вплоть до того, что, да, кто-то скажет, а я вас там, не знаю, себе директором возьму, либо главным бухгалтером назначу, либо, я не знаю, помощники вас возьму, да, вы скажете, да, конечно, вот все, вещи собрала, иду уже. И вот именно такая ситуация, игривая, шутливая, для вас будет очень судьбоносной в плане того, что вы действительно благодаря вот этому разговору, благодаря вот этой шутливой форме вы свою найдете призвание, вы встретите, вернее, свою судьбу в плане того, что реализация будет, либо действительно отношения пойдут. Да, там какой-то незнакомый парень говорит, а я тебя замуж возьму, да, мне вот такая жена нужна. Вы скажете, окей, не проблема, все, завтра в ЗАГС. Вот с такой ситуацией, да, вот счастье к вам придет. Поэтому обязательно идите, обязательно говорите, да, не бойтесь разговаривать, не бойтесь людей. Не сторонитесь людей, потому что вам от людей идет благо, от людей идут хорошие предложения, от людей идут хорошие возможности. Так, здесь кто-то переживает очень сложный период в плане отношений. Либо отношения разбились, прям в прямом смысле слова разбились по разным причинам. Здесь могут быть и разводы, и расходы, и треугольники. И либо никак не получается сойтись с человеком, никак не получается соединиться, воссоединиться. Я, кстати, уже не первый раз замечаю, что вот на песке идет тема, людям очень трудно воссоединиться, соединиться, выстраивать отношения. Какой-то прям как блок стоит на это дело. Вот вы, именно вы, кто не может воссоединиться, вам тут счастливая звезда помогает, какой-то счастливый случай.
Причем он светит вам, но дорогу делает тот человек, кто с вами на расстоянии, да, либо тот человек, ну, я так понимаю, что это не ваше, вы-то готовы, у вас нет таких вот преград и нет таких перепонов, чтобы идти в отношения. А вот человек, с кем вы хотите, там, да, там что-то вообще сложненько у него, сложненько, темненько и как-то грустненько. Вот этот человек, знаете, как будто бы он взвесит все и скажет, что нет, моя любовь для меня важнее всего, и меня никто не удержит и никто не остановит. То есть вот именно ваш человек на расстоянии найдет тот самый правильный путь, то самое правильное желание, да, посыл, который позволит ему пробить вот эти вот перепоны, эти все барьеры, вам быть вместе. Но у вас идет вот именно от человека, от этого, от его желания, от его страсти. Понимаете, как будто бы его страсть, страстное желание очищает путь на то, чтобы два человека любящие встретились. А вот смотрите, вы встретитесь, вопреки всему, вопреки там, законам, правилам, ограничениям, вы встретитесь. И вот эта встреча, это будет знак того, что вы будете вместе, что вы поженитесь, что вы будете семьей, и что у вас все будет замечательно. Смотрите, еще важный момент. Ну тут по-любому вы встретитесь, а кто не встретится, да, то отношения эти не настоящие. Здесь я вижу, что женщина, она делает все возможное и невозможное, но проблема-то не в женщине, в мужчине проблема. Вот как-то так идет. Либо, смотрите, если вы меня смотрите, кто меня смотрит, я вижу, что вы с вашей стороны все чисто, а вот со стороны вашего партнера. Так, для тех, кто разводится, расходится, ваша песенка еще не спета. Вы еще сойдетесь, причем сойдетесь вы как поругаетесь, так и опять помиритесь. Здесь вас не отпускает судьба, вы друг друга не отпускаете. Сейчас, может быть, вы крайне негативите на друг друга, либо, например, вот вы, кто смотрит меня, да, либо прям какой-то аж, порвало бы, да, либо порвал бы. Но с другой стороны, вот у вас скачет настроение, то вы очень нуждаетесь в этом человеке, тоскуете, переживаете, то прям злость кипит на этого человека. Но нет, вам еще быть вместе, ваши отношения еще будут. Они будут разными, сразу говорю, вы будете спорить и мириться, но вы друг от друга не отходите. Вот вы по судьбе пока идете вместе. У вас еще несколько кривых будет по жизни. Так, следующий момент, связанный с детьми, с расстоянием с детьми. Я не знаю, то ли вы куда-то уезжаете на расстоянии с детьми, работаете, вернее, вы работаете, да, а дети отдельно живут, то ли дети ваши взрослые уже где-то далеко от вас учатся и работают. Здесь момент того, что какой-то тоже, знаете, как фатум идет, да, что вы не можете куда-то успеть, либо куда-то поехать, уехать, приехать, чтобы быть со своими детьми. Но опять же таки, счастливая звезда вам улыбается. Вопреки вот всем прогнозам негативным, вы будете со своими детьми то ли праздники отмечать, то ли вместе будете как-то время проводить, то ли вот прям долгожданные встречи идут, да? Долгожданное времяпрепровождение в любви, в неге, в радости. Если вы спорили, ругались, особенно вот тема родители-дети, здесь то же самое. Примиритесь, помиритесь, еще, и, знаете, со смехом будете вспоминать, что было плохого, негативного между вами. И думать, Господи, ну как так, как вот мы могли, да? Как можно было там обижаться, либо расстраиваться, да? Вот какой-то момент произойдет. Так. Очень важный момент. Вот у вас, смотрите, какой огромный факел, который горит. Факел горит. И это возможность, шанс, один огромный, большой шанс. Очень, знаете, такой... Вы очень осторожно отнесетесь, потому что будет страшно. Получится, не получится. Смогу, не смогу. Стоит, не стоит. Однозначно и получится, и возможно, и стоит. Ни в коем случае не отказывайтесь. Тут возможность очень такая, прям сказочная, хочется сказать. Да, невероятная возможность. Повезет, получится. Вы как избранный человек идете. В какой-то момент вот почувствуйте себя избранным. Главное, не откажитесь и вот этот факел из руки не выпустите. Потому что назад уже его не возьмешь, к сожалению. Здесь нужно им себе путь осветить, да, выйти именно туда, куда хотите, и дальше идти. Это может отыграться как предложение на работе, по, может быть, какой-то корпорации, коллаборации, может, да, где-то там соединиться с кем-то, что-то вместе совместно сделать. Вы-то в себе уверены, да, но мысль такая, что а вдруг человек там подведет, либо, ну, стоит, не стоит, время, не время, да, вот какое-то такое может быть настроение мутненькое. Однозначно стоит, однозначно нужно делать, вам это ничего
ничем не повредит, а вот если сделаете, то вы, вот знаете, как на новую ступень своего развития войдете. То же самое с работой. Если будут предлагать вам какую-то работу, в которой вы особо, ну, скажем так, не разбираетесь, да, либо какая-то совершенно новая для вас работа, все равно соглашайтесь. Вы даже не представляете, как все там будет просто, да. Это, может быть, звучит только и выглядит страшно. На самом деле все будет просто. Берите, принимайте, получайте. Особенно, вот я сказала, да, работа, либо с кем-то входить в союзы. В союзы, вот именно тоже рабочие, деловые. Это будет очень выгодно, очень хорошо. Кстати, еще может отыграться по поводу судов, всяких там отстаивания своих прав, да, своего там имени и прочего. Правда за вами, потому что факел к вам вышел. Вы здесь правы, и у вас будет свершаться, у вас будет получаться. Так, для людей, которые у меня, ну почему-то, вот я не знаю, то ли со здоровьем плохо, то ли настроение какое-то какая-то безнадега вот чувствуется, да, вот какая-то усталость. Ничего не хочу, ничего меня не радует, ничего не получается, все равно я болею, либо все равно там кто-то болеет, да. Вот какой-то момент уже вот подвязка идет на настроение, которое очень сильно отыгрывается, вернее, в вашей судьбе. Здесь однозначно у вас потери по энергетике очень сильные. Здесь нужно, конечно, отдельно смотреть, что послужило вот этой ситуации, да, что открыло эту, расковыряло, вернее, дырочку, да, где ваша энергетика вся эта и вытекла. Но я скажу вам такую вещь. Здесь, во-первых, я вижу, что ремиссия пойдет, вот кто болел. Неожиданно, вот против прогнозов, которые там вам давали, либо дают, ремиссия пойдет у вас, либо того человека, за кого вы переживаете. Это первый момент. И второй момент, связанный с тем, что ваша вот эта утраченная энергетика, она к вам вернется. Но вернется с другой стороны. То есть, возможно, появится человек, который с вами поделится этой энергетикой. Причем поделится не по темному, да, пути, когда люди там скачивают друг у друга. Да. Все мы знаем про вампиров и доноров, и все мы знаем, что наши эмоции — это и есть те ключики, которые позволяют энергию скачивать. А здесь именно, как, знаете, я не знаю, то ли встретите вы человека такого вот прям биоэнергета какого-то, да, который вот прям от души с вами поделится своей хорошей теплой энергетикой. У кого-то это вот прям как, я не знаю, постоянные встречи, либо, может быть, вы найдете какое-то видео такое, да, либо чему-то вот идет картинка, знаете, какая вот, кто в Советском Союзе жил, были такие вот экстрасенсы, да, не экстрасенсы, как они себя называли, я уже не помню. Там Алан Чумак, по-моему, был, еще был, забыла имя, Кашпировский, по-моему, фамилия. То есть они собирали такие огромные стадионы, они там заряжали воду, там фотографии. А еще женщина была, по-моему, Стефания ее звали. Я просто была в это время, совершенно ребенком, но я помню. Мы где-то даже кому-то ходили, мы жили рядом со стадионом. В Харькове Металлист стадион, и там приезжал Алан Чумак, туда приезжал. Вот я помню. И я помню, сколько много людей туда шли, и прям все такие вот одухотворенные были. То есть здесь вот похожая ситуация у вас, но я не знаю, существуют ли сейчас такие люди, кто может вот так энергией поделиться. Потому что, это, конечно, сложно. И люди, которые действительно очень сильные энергетически, даже для них это сложно. Но я вижу, что у вас вот именно такой человек в вашей жизни появится, либо вы с ним познакомитесь, либо где-то вы найдете, да, такого человека, который с вами будет делиться. И благодаря вот этой дележке, да, вы начнете жизни радоваться, вы начнете чувствовать себя и легче, и лучше, успокоитесь, да, вот какой-то такой момент у вас пойдет. Так, еще что хочу вам сказать про прекрасные перспективы. Прекрасные перспективы в любви, в семейных отношениях, в паре, в браке. Для тех, кто у меня давно вместе, либо для тех, у кого сейчас какой-то кризис в семье, да. Все мы с этим сталкиваемся, даже самые яркие чувства имеют такую тенденцию, да, притупляться, затираться, запыливаться и прочее. Здесь у кого такой кризис был? У вас весна в сердце пойдет. Весна. Как пойдет? Женщина
женщина, где-то, ну, я не хочу сказать, да, что будет изменять, нет, у вас появится какой-то поклонник. Может быть, действительно, да, влюбится в вас человек, будет за вами ходить там хвостиком, а может быть, это будет шутливый поклонник, да, вот бывают люди там друг другу начинают там свататься, да, вот, там, коллеги, там, друзья, но это как в шутливой форме, но тем не менее это поднимает настроение. Вот женщина, у нее глазки загорятся, она за собой начнет как-то, знаете, более то ли активно ухаживать, то ли захочется быть красивой. А муж, да, например, расценит это как вот призыв к любви, призыв к счастью. То есть здесь очень яркие интимные моменты у людей, которые в паре, в браке начнутся благодаря, ну, скажем так, адюльтеру со стороны жены. Я не вижу тут измен. Нет, про это говорить не буду. Но про то, что у вас в семье опять огонь загорится, что вы так хорошо друг друга начнете понимать, любить, доверять, тут прям, да, тут замечательно все пойдет. То есть даже может быть ситуация, что там у вас за окном зима лютая, а у вас в доме весна, да, а в кровати так вообще огонь. Просто какой-то такой момент. И еще важный момент. Важный момент по поводу ребеночка. Ребеночек кому-то прям ребеночек. Либо вы уже беременные переживаете за ребеночка. Может быть, вам там какие-то нехорошие диагнозы ставят. Либо вы не можете забеременеть, тоже переживаете. Вот, во-первых, для тех, кто не может забеременеть, ваше время, оно придет в самый неожиданный, неподходящий для вас момент, но это вас очень обрадует. А для тех, у кого диагнозы ставят, ну, девочки, мальчики, там, кто смотрит меня, вот здесь очень важно душевное спокойствие сохранять, потому что ребеночек и слышит, и видит, и по вас понимает. Душевное спокойствие – залог того, что все пойдет хорошо. Прям таких каких-то неповторимых ситуаций я не вижу, слава богу. И вам, я говорю, не переживайте, соблюдайте в рекомендации врачей. Также помните, что ваш ребеночек вас слышит, понимает. И любите его сейчас. Любите себя, любите его ребеночка, любите там вашего партнера. Вам нужна гармония в семье, да, чтобы у вас климат в доме стал гармоничным. И тогда и вам будет проще, и беременность будет проходить проще. И не будет вот этих вот всех стрессов, истерик и прочих каких-то неприятностей. Так, мои дорогие, здесь еще важный момент, который я не могу не отметить, хотя уже тут очень много наговорила, но тем не менее скажу. Очень хорошие новости к вам летят. Вот посмотрите по вот этой птичке, да, одна птичка, вот вторая птичка, очень хорошие новости. Новости, которые помогут поменять жизнь. Помогут поменять ситуацию, помогут раскачать, может быть, ситуацию какую-то. Что-то вот огромное мешает, да, либо что-то кажется невозможным. Но благодаря вот этим новостям, которые летят просто стремительно в вашу жизнь, будут перемены колоссальные и перемены хорошие в лучшую сторону. Мои дорогие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.